Приветствуем тебя, Республика! Всем здравствуйте! В эфире Йоргана, передача, в которой нет места грусти и отчаянию. Мы всегда на позитиве. Студия 11. Мы начинаем. И вот о чем расскажем в ближайшее время. Лакомство на века. Его Величество – шоколад. Кроме того, что шоколад безумно вкусный, он улучшает состояние нашего организма. Гранитная безопасность. Они всегда на страже. Каждый день на единый пульт Гранита поступает несколько тревожных вызовов, на которые выезжают группы быстрого реагирования. Быстро читаем, все запоминаем. Развиваем полезные навыки. Смотрим только в середину и боковым зрением также называем числа, которые мы видим. Шоколад – самый популярный десерт в мире. Ежегодно покупатели тратят $7 миллиардов на это лакомство, а пик продаж приходится на конец осени. Кстати, недавно швейцарская компания по производству шоколада представила шоколад рубинового цвета. Как заявили в компании, новое лакомство отличается не только цветом, но и вкусом. Шоколад, который получается из какао-бобов сорта руби, обладает особым фруктовым вкусом, а при производстве не используют красители и вкусовые добавки. Исследователи то приписывают этому продукту магические целебные свойства, то пугают шокоголиков неприятными побочными действиями. Свою шоколадную историю нам расскажет Виктория Игнатова. У шоколада очень долгая история. Племена майя верили в бога какао и пили шоколад во время ритуалов. Ацтеки называли плоды какао пищей богов. Но кроме того, что шоколад безумно вкусный, он улучшает состояние нашего организма. Горький шоколад – хорошая замена аптечному средству от кашля, а темный стимулирует в организме выброс эндорфинов, знаменитых гормонов счастья. Ощущение от тающего во рту кусочка шоколада могут вызвать чувство эйфории сильнее, чем от поцелуя. Самой большой шоколадкой, которая попала в книгу рекордов Гиннесса, была плитка весом в 4,5 тонны. А еще шоколад используют в косметологии. В салонах делают обертывания и маски для лица. Они выводят токсины, улучшают циркуляцию крови и осветляют пигментные пятна. Существует заблуждение, что при кариесе нельзя есть сладкое. Напротив, кусочек горького шоколада продезинфицирует рот и уменьшит шансы на кариес. Также в шоколаде есть вещество теобрамин. Это аналог кофеина, но чуть послабее. Он безвредно стимулирует сердечно-сосудистую и нервную систему. Ученые на всякий случай вычислили, что смертельную дозу теобрамина можно получить, слопав за один раз около 30 килограмм шоколада. А вот животных угощать шоколадом не надо. Для них это яд. Как выбирать шоколад? Покупайте шоколад с содержанием какао от 70% и больше. Выбирайте продукт с меньшим сроком годности. Если он больше 6 месяцев, то в составе есть не очень полезная Е200 – кислота, которая продлевает пригодность шоколада. Как хранить шоколад? Храните плитку в темном месте, чтобы на нее не попадало солнце. Но низкие температуры не союзники шоколада. В холодильнике произойдет вымораживание воды и кристаллизация сахарозы, которая осядет на плитке белым налетом. Шоколад поседеет. Не храните десерт рядом с пахнущими продуктами. Плитка впитывает запахи. Сегодня вопрос охраны любого предприятия или учреждения по-прежнему актуален. К сожалению, есть люди, которые могут нарушить общественный порядок или совершить преступление. Выявлять и задерживать таких социально опасных элементов могут не только сотрудники полиции, но и те, кто имеет удостоверение охранника. Таковые имеются у всех сотрудников одного из крупнейших частных охранных предприятий нашей республики. Только от одного его названия – «Гранит» веет уверенностью и защищенностью. Ты не пройдешь! Наши сотрудники, согласно законодательству, все обученные, имеют удостоверение частных охранников, проходят периодические проверки. Это согласно закону так надо. Физически подготовленные, на местах ищем, посылаем вахтой. Когда заходим в другой регион, обычно посылаем туда своих проверенных людей, вахтовиков, чтобы не было нареканий. И доказываем работой и правильно сочетаем качество и цену. Каждый день на единый пульт Гранита поступает несколько тревожных вызовов, на которые выезжают группы быстрого реагирования. 3 из них постоянно дежурят в Сыктывкаре и соседних районах. Случаи бывают разные. Были задержания неоднократные магазинов. Мы потом в рамках взаимодействия с внутренними
органами, с полицией, с нашей. Они быстро реагируют на это, когда при нашем задержании людей. И приезжают мобильная группа, уже экипаж полиции приезжает, и уже мы передаем, уже непосредственно полиция дальше разбирается. «Гранит» обеспечивает безопасность самых разных объектов с 2004 года. Промзоны, социальные учреждения и административные здания. К примеру, администрация Эжвинского района столицы Коми. Здание Эжвинской администрации под охраной «Гранита» уже 3-й год. Мы выставляем на аукцион услуги охраны здания администрации. Уже около 3 лет охраняет частное охранное предприятие «Гранит». Каких-то замечаний за все это время работы администрации в части охраны у нас, собственно, не возникало. У сотрудников ЧОПа есть спецсредства. К счастью, пользуются они ими нечасто. Из спецсредств применяются наручники, палка резиновая, вооружение есть, травматическое оружие, боевое, служебное, это ежи, и электрошокеры. Что касается самого коллектива, по словам директора, за последнее время значительно улучшился его качественный состав. Профессиональные навыки сотрудников повысились, команда стала более сплоченной. Это говорит о серьезном настрое на работу. Сегодняшний мир предлагает нам гигантское количество информации и знаний из разных областей, которые нужно уметь быстро и эффективно усваивать. В этом может помочь умение быстро читать, иными словами, скорочтение. Это способность быстрого восприятия текстовой информации при использовании особых способов чтения. По опытным исследованиям, средняя скорость чтения на русском языке у взрослого человека примерно 201 слово в минуту. А под скорочтением понимают способность чтения в 3-4 раза быстрее средней скорости. Это максимально примерно до 600 слов в минуту. Развивать этот полезный навык можно уже с детского возраста. Как это сделать, нам расскажет Варвара Смолева, сертифицированный тренер по скорочтению. Варвара, приветствую. Добрый день, здравствуйте. Варвара. Скажите, пожалуйста, вот мы поговорим о детях, да, сегодня, как их обучать скорочтению. С какого возраста можно уже этот навык развивать? Навык скорочтения можно развивать уже с 6 лет. Да, то есть самый важный критерий готовности ребенка к обучению – это главное, чтобы ребенок умел читать по словам, а не по слогам. Быстро ли происходит обучение? Как ребенок... За какой период он может обучиться? Наши курсы проходят 10 занятий, то есть 10 занятий достаточно, чтобы ребенок овладел навыком скорочтения. Его, наверное, как-то надо поддерживать, этот навык, да? Естественно, нужно поддерживать, то есть постоянные тренировки, ежедневные, то есть без них не обойтись. 10 занятий — это сколько? Это можно растянуть ведь и на полгода, и в месяц уложиться? Мы проводим 2 раза в неделю занятия, то есть 5 недель у нас уходит на курс. Скажите, пожалуйста, какие интересные методики, приемы вы используете? Вот мы видим у вас на столе, видимо, это тоже занятие, да? Какой-нибудь можете интересно рассказать прием или способ? Да, сам по себе навык скорочтения состоит из поднавыков. То есть мы развиваем внимание, память, боковое зрение, возвратные движения глаз убираем и работу мозга обязательно. Может быть, с нами какое-то упражнение сейчас можно провести? Одно из упражнений — таблицы Шульте на развитие бокового зрения. Вот. То есть мы смотрим в середину, да, на звездочку, и боковым зрением называем числа от 1 до 25. Так, Северин, смотри. Попробуйте. От 1 до 25, да? Да. Ну, смотрим только на звездочку. Я смотрю только на звездочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, в общем-то, да, с непривычки начинаешь... Я выбрала самую хорошую задачу — подержать листочек. Я с ней справилась. Также на развитие бокового зрения мы используем клиновидные таблицы. Так, а здесь что надо делать? Смотрим только в середину и боковым зрением также называем числа, которые мы видим. Это так сложно удерживать все время взгляд и в то же время... Это очень тяжело, да, поэтому еще раз повторюсь, то есть это ежедневные тренировки. Вы сами тоже, наверное, освоили навык скорочтения? Да, сама освоила. Как давно, кстати? В детстве или вот сейчас? Сейчас. То есть, в принципе, взрослым тоже возможно овладеть этим навыком? Возможно, да. А навык скорочтения, он не вреден деткам, совсем маленьким, 6-летним? Он
Нет, я считаю, что он не вреден. Мне кажется, это даже лучше, потому что развивается действительно боковое зрение. Да, то есть если дать ребенку, допустим, сложный текст, да, в котором будет очень много специальных терминов, естественно, он его быстро не прочитает и не поймет то, что он прочитал. Но скорочтение помогает как раз-таки ребенку и прочитать, и понять то, что он прочитал. Вот, поэтому мы параллельно, увеличивая скорость, увеличиваем и понимание. То есть не просто, потому что еще запомнил? Да, то есть то, что он читает быстро, понимает и запоминает то, что он читает. Это никак не вредит. Это удобно, когда вот на лето дает список литературы. Да. Пришел за неделю, все, я прочитал, мам, спасибо. Да, все, дальше гуляешь. Можно ли самостоятельно научиться этому навыку? Детям, скорее всего, нет. То есть все равно нужно как-то... Наставника, учителя. Да, наблюдать, то есть постоянно контролировать этот процесс. Только взрослые дети в возрасте 12-17 лет могут себе это позволить. А вот знаешь, сейчас вижу какая-то литература на столе у нас. Да? Это что? Это по методике почти? Да, методика Шамиля Ахмадуллина. Книга специально разработана для родителей, прочитав которую, родители смогут дома самостоятельно работать с ребенком, заниматься. Там все 10 занятий, все разработано, все прописано, каждое упражнение, как выполнять, сколько выполнять. На все 10 занятий. Ну вот вы видите, как дети меняются после ваших занятий, после прохождения курса? Какие-то изменения в них замечаете? Вот? Да, изменения колоссальные, то есть они становятся намного успешнее, намного увереннее в себе. Ну и родители также очень сильно довольны. То есть когда ребенок не любил садиться, да, заниматься, то сейчас он с удовольствием садится за уроки, быстренько пробежался по урокам, и пошел делать свои дела. Ну что ж, спасибо вам большое. Желаю, чтобы как можно больше детишек прошло через вас и научилось быстро читать еще и с пониманием того, что в тексте находится. Спасибо вам большое. Вам спасибо. До свидания. Мы продолжаем. Вот что вы увидите во второй части программы. Что, где, когда. Коми-версия известной игры. Усложнили вопросы, и их собирали уже от представителей науки. Комплект «Антидождь». Подбираем стильную защиту от непогоды. В СССР резиновые сапоги появились в 20-х годах 20 века, а пик их популярности пришелся на 70-е. А теперь несколько слов о жизни республики. 18 апреля свой юбилей на сцене отметит хор «Поющие сердца». Начнется концерт в 18 часов в концертном зале «Сыктывкар» по адресу улица Бабушкина, 22. А 27 апреля в Доме дружбы народов Коми впервые пройдет вечерка. Русская старинная встреча молодежи в избе с песнопениями, танцами и играми. Инициатива принадлежит студентам Коми Республиканского колледжа культуры имени Вениамина Чисталева и поддержана Министерством национальной политики Коми. В Коми также задумались о возрождении детского хоккея с мячом. На встрече руководства хоккейного клуба «Строитель» с болельщиками речь зашла о реорганизации отделения по хоккею с мячом Сыктывкарской спортивной школы Олимпийского резерва номер 1 в полноценную спортивную школу. Главный тренер клуба Павел Франц подчеркнул, что детский хоккей – фундамент становления команды в российской суперлиге. Он считает, что основой коллектива должны стать именно местные хоккеисты. А с 22 по 29 апреля в республике волонтеры проведут традиционную неделю добра. Основная ее цель – проинформировать население о деятельности добровольцев. Для этого каждый день в течение недели добра волонтеры должны выкладывать в социальные сети новости о проведенных мероприятиях. Неделя добра 2018 особенная для участников, так как в Коми объявлен год добровольца. В Сыктывкарском центре коми-культуры завершилась серия игр «Что, где, когда» на коми-языке. Впервые этот интеллектуальный конкурс в таком формате состоялся в 2009 году. Потом был перерыв, и вот с прошлого года игры снова возобновились. Как проходят эти игры, кто принимает в них участие, нам расскажет Наталья Шахова, директор Центра коми-культуры города Сыктывкара. Наталья, добрый день. Здравствуйте. Кто был инициатором создания «Что, где, когда» в 2009 году? Первая игра была проведена, как вы уже сказали, в 2009 году по инициативе межрегионального общественного движения «Мод Коми Войтер».
Через некоторый промежуток времени, в 2017 году, мы приняли решение, что такой формат работы нужно снова возобновить, и решили провести снова игру на коми-языке «Что, где, когда». А как решили организовать? Кто-то вспомнил, что давайте проведем, предложил, как снова родилась идея? Как обычно, в конце каждого года, как, в принципе, все учреждения, мы пишем отчеты, смотрим, что провели, что пользовалось большим успехом, что пользовалось меньшим успехом. И в последние годы выявили такую тенденцию, что приобрели популярность не формат концертов, песенных и танцевальных, а это коми-КВН, этно-вечеринки, стендап. И поэтому, так как в Сыктывкаре в то время уже тоже активно работали и мозгобойня, и брейн-ринг, и мы решили сделать на основе этих игр, которые пользуются популярностью в Сыктывкаре, сделали такую некую компиляцию и провели игру «Что, где, когда». А кто участники? Как набирались команды? В прошлом году мы играли с молодежью. Это старшеклассники, 10-11 класс, студенты вузов, СУЗов. Игра приобрела большую популярность в прошлом году. Мы ждали 3 команды, в итоге мы получили заявки от 12 команд. И после игры к нам уже подходили и землячество, и общественные организации, и организации культуры, науки, образования, и говорили: а проведите для нас тоже, мы тоже хотим. И вот в этом году решили провести уже для взрослых. Кто придумывает вопрос? Это же такое... Также люди со стороны? Каким образом происходит? Как вы, наверное, знаете, что в «Что, где, когда» передачу на Первом канале отправляют со всей России вопросы. В прошлом году мы делали так же, собирали со всей Республики Коми, со всех районов нам отправляли вопросы. В этом году, так как мы играли все-таки взрослыми, мы немножко усложнили вопросы, и их собирали уже от представителей науки. Это в основном, конечно, и Ели нам помогала, Алексей Николаевич Рассыхаев. Получили вопрос в том числе от ученого Тартусского университета в Эстонии, от Николая Кузнецова, от заслуженного деятеля культуры Российской Федерации, народного артиста Республики Коми Михаила Николаевича Бурдина. То есть география расширилась, получается? География расширилась, да. Есть ли какая-то специфика этих вопросов? Специфика этих вопросов, все вопросы касаются Коми Республики. Культуры, образования, истории, все, что связано с Коми Республикой. Причем это не связано в том числе, например, с каким-то, например, коми-языком, например, в Коми Республике. У нас были вопросы на финальной игре, которые состоялись 12 апреля, День космонавтики, в том числе и про хоккеистов, которые родом были из Республики Коми, в том числе про Сергея Капустина, например. Мы думали, что все пройдет легко, как и в первой игре. Мы придем и всех победим. Но, как оказалось, не все так просто. Пришли сильные команды. Вопросы были сложными. Как началась игра, мы проигрываем и проигрываем. Все уже очки набрали. У кого-то 1, у кого-то 2. А у нас 0. Рядом со мной коллега говорит: наверное, мы в сухую проиграем. Какой-то интересный вопрос можете вспомнить, который вам понравился, запомнился? Интересных вопросов на самом деле было много. То, что запомнилось больше всего, это изобретение. То, что нашли в Коми деревне на небольшом брусочке, лежит дощечка. На дощечке с одной стороны выемка побольше, с другой стороны поменьше. И точно такое же изобретение нашли в доме у Льва Николаевича Толстого, и такое изобретение стоит у него в музее. На этот вопрос не ответили. Что же это, для чего, да? Оказывается, это специальное устройство, чтобы снимать обувь. Зажимаешь одной рукой на эту дощечку и снимаешь обувь. И Лев Николаевич тоже, оказывается, пользовался этим. Давайте проанонсируем, когда ждать следующую серию игр. Следующую серию игр мы будем проводить в 2019 году. Мы знаем, что в финале победила команда Юргана, да? Там капитаном, который был Александр Григорьевич Пивкин, директор национального вещания нашего телеканала. Легко ли далась им победа или сложно? Мне кажется, легко победа никому не давалась, потому что вопросы были, говорю, достаточно такого сложного уровня. Но нужно сказать, что ввиду, наверное, специфики работы национального вещания, что они работают с различной категорией людей, это и образование, и наука, культура, то нужно сказать, что они ответили на значительное количество вопросов.
Ну что ж, молодцы наши, поздравляем. Поздравляем и желаем вам, чтобы следующие серии тоже проходили интересно, захватывающе, чтобы команд было больше. Спасибо вам за такую оригинальную, хорошую идею, пусть она развивается. Спасибо. Стабурса. Есть два времени года, я имею в виду весну и осень, когда эти вещи нужны каждому человеку больше остальных. Резиновые сапоги и зонтик. Но даже в слякотное и дождливое время можно остаться на стиле и выглядеть сногсшибательно. Собираем комплект антидождь вместе с Екатериной Борш. Первому появлению резиновых сапог мы обязаны Южной Америке. Индейцы заходили по колено в сок каучукового растения, и латекс застывал у них на ногах. Первые водонепроницаемые сапоги были настолько неординарными, что даже обувью не считались. Европейцы взяли на заметку технологию индейцев и решили создать более удобную обувь, но с теми же свойствами. Американский изобретатель Чарльз Гудьир сумел придать каучуку стабильную консистенцию. А в 1843 году Томас Хэнкок и Чарльз Макинтош запатентовали изобретение, и в 1851 году появились первые резиновые сапоги. В СССР резиновые сапоги появились в 20-х годах 20 века, а пик их популярности пришелся на 70-е. Сегодня резиновые сапоги могут быть отличным дополнением к самым стильным лукам. Производители то и дело радуют нас различными вариациями этой комфортной и удобной обуви. Но, несмотря на дизайнерские изыски, главная задача сапог – уберечь ноги от воды. Такой вариант обуви чаще всего игривый, ребяческий и забавный. Поэтому здесь не вполне уместно будет надеть строгий плащ или пальто. За редким исключением. Например, короткие черные резиновые ботинки на плоской подошве или каблуке достаточно хорошо впишутся и в деловой образ. Популярные сегодня пальто ярких расцветок как нельзя кстати дополнит образ с резиновыми сапогами. Чтобы в целом не было диссонанса, под яркое узорчатое пальто подбирайте ботинки либо одного из цветов, присутствующих в гамме, либо нейтрального цвета, чтобы разбавить чрезмерную яркость. Интересным вариантом для комбинации станет кожаная куртка. Любая расцветка здесь будет выглядеть гармонично. Лучший вариант для комбинации – высокие, по колено, резиновые женские ботинки с небольшой отделкой в виде ремешка или цветка. Но все же главное оружие от дождей – зонт. Как правильно выбрать зонт, чтобы он отвечал всем желаемым требованиям? Ведь он должен быть красивым и прочным, защищать от дождя и служить долго. Как не прогадать при покупке зонта и на что обратить внимание? Правило первое. Обязательно несколько раз откройте и закройте зонт, чтобы убедиться в работоспособности механизма. Механизм не должен заедать. Второе. Слегка покачайте зонт. Стержень должен быть крепко зафиксирован, чтобы спицы не болтались. Третье. Проверьте натяжение ткани зонта. Ткань на зонте трости должна быть туго натянута, а у складных зонтов, наоборот, слабее. Четвертое. Спицы должны быть одинаковой длины и образовывать купол правильной формы. При резких движениях спицы должны оставаться неподвижными. Пятое. Проверьте колпачок на макушке зонта. Он должен быть крепко зафиксирован. Правило шестое. У качественного зонта есть логотип на куполе, штрих-код и гарантия на 6-12 месяцев эксплуатации. Зонт должен иметь гигиенический сертификат, так как его ткань проверяется специальными комиссиями на предмет возникновения аллергии. Седьмое. При выборе детского зонта обратите особое внимание на его безопасность, так как концы спиц должны быть закрыты пластмассовыми наконечниками, а верхушка не должна быть остроконечной. Защищайтесь от дождя стильно и практично. Мы не устаем говорить о том, что наша республика красива и богата хорошими людьми, великолепной природой и большими просторами. К слову о просторах. Нам удалось найти интересное видео из Усть-Кулымского района. В нем можно увидеть снежные просторы села Усть-Нем, расположенного на правом берегу Вычегды. Предлагаем вам полюбоваться этими кадрами.
это пока все, о чем мы хотели вам рассказать. Увидимся в нашей студии 11. Хорошего вам настроения!